Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши-Укшара. Сегодня в программе. В Сухуми на площади Свободы зажгли главную елку страны. Ежегодная акция Ашанацла завершилась настоящим новогодним праздником. Вечер памяти к 80-летию Владислава Арзенба провела Общественная палата республики. Главную елку страны зажгли в Сухуми на площади Свободы. Все предпраздничные и праздничные дни здесь будут работать павильоны, где можно купить сладости и горячие напитки. Организован кинотеатр под открытым небом, а для детей запустили праздничный паровозик. Хуба! Пшба! Хпа! Üda! Акы! Аксец! Улаша! В этом году елка новая. Она выше предыдущей на 12 метров. Для нее купили и новые игрушки. Традиционно площадь украсили новогодние иллюминации, построили специальные фотозоны. Открытие отметили концертом. На площади выступили абхазские артисты и танцевальные коллективы. С поздравительной речью к горожанам и гостям столицы обратился мэр Сухума Тимур Агрба. Он также сообщил, что первый ребенок, который родится в 2026 году в Сухуме, получит 200 тысяч рублей. Добрый вечер, уважаемые жители и гости нашего города. В нашем городе официально начинается время чудес, добра и праздничного настроения. Уходящий год был сопряжен с множеством событий, с множеством вызовов и важными решениями. И объединившись, мы смогли с вами сохранить одно – уверенность в том, что наш город будет развиваться, поддерживать друг друга и двигаться вперед. В этот праздничный день хочу пожелать каждому из вас крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и исполнения всех заветных желаний. Еще раз с открытием елки и с наступающим Новым годом! Новогоднюю елку зажгли и в городе Гудаута. Праздник посетили жители и гости города. Власти муниципалитета и общественное движение «Абхазия будущего» организовали развлекательную концертную программу и фейерверк. Детей веселили аниматоры в образах персонажей сказки «Щелкунчик» и «Мышиный король», а также Деда Мороза и Снегурочки. Высота елки 12 метров. Дизайнер Анна Чичпа. Ежегодная акция Ашанацла завершилась настоящим новогодним праздником. Сбылись десятки желаний подопечных семей фондов Ашана и Киараз. В мероприятии приняли участие президент Абхазии Бадрагунба, вице-президент Беслан Беквава и еще много неравнодушных людей. О прекрасном дне и исполнении заветных желаний в репортаже Шазины Ханагуа. Мечтай и сбудется. Все ближе главный зимний праздник. Время волшебства, надежд и подарков. Сделать счастливее детей, которые больше других нуждаются в новогоднем чуде, помогает новогодняя акция Ашанацла. Мечты у ребят самые разные. И тут главное не просто воплотить в жизнь все идеи, но и окружить заботой и вниманием, чтобы этот день стал по-настоящему незабываемым. Аслана Джинджоля, Вильсон Калинджан, Сабина Квицини и Батал Сичинава в своих письмах написали, что мечтают познакомиться с президентом Абхазии. Бадрагунба исполнил желания детей и подарил им новогодние подарки. Уважаемые коллеги, представители фонда Ашана, Киараз, за ту деятельность, которую вы осуществляете по поддержке детей, социально малоимущих семей. Конечно же, это яркий пример того, как надо быть полезным для своего общества. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить вас, ваших коллег, которые ежедневно работают над тем, чтобы сделать жизнь наших детишек ярче и лучше.
А детям в преддверии Нового года хотел бы пожелать, конечно же, мира, благополучия, развития. Совершенно верно и справедливо отметили те, кто здесь сегодня выступал, что пожелания детей существенно меняются. И я, конечно же, вспомнил свое детство и детство, скажем, непростое в период Отечественной войны народа Абхазии, когда мы в Новый год загадывали, чтобы наш отец вернулся живым с фронта. Сегодня наши дети живут совершенно в другое время, когда загадывают другие вещи, которые помогают им развиваться, улучшать себя, становиться крепче на ноги и быть полезным для своего государства. Мирного неба вам над головой, и мы все сделаем, чтобы у наших детишек, у нашей молодежи все было прекрасно. Еще одна девочка, Лизи Бигвава, из многодетной семьи, мечтала познакомиться с вице-президентом, полным тезкой ее отца. Ее желание также исполнилось. Беслан Бигвава исполнил желание еще одной юной жительницы Абхазии Даниэлы Айба. И ей он подарил ачамгур. Вы знаете, когда нам передавали желания детишек, они были такими искренними, добрыми и очень простыми. И вот я остановился на ачамгуре. Почему? Потому что считаю, что это такой символ наших традиций, наших обычаев, можно сказать, такая душа нашего абхазского народа. Все, кто занимается народным творчеством, это те люди, которые занимаются сохранением нашей культуры, наших традиций, которые делают так, чтобы это все еще жило. Всем тем, кто изготавливает эти инструменты, кто играет на этих инструментах, пожелать, чтобы музыка этих инструментов дарила каждый день мира и добра. Игрушки и электроника, музыкальные инструменты, поездки, сбылись самые разные мечты. С каждым годом акция становится все масштабнее и объединяет все больше неравнодушных людей по всей стране. Духи, большую мишку и конкуренту. Я счастлива, что сегодня я получила свои подарки. Особую радость вызывают необычные и часто очень патриотичные просьбы детей. Так, Давид Гамисони, подопечный Керас, попросил в подарок государственный флаг республики. И кто, как не член семьи создателя национальной символики, мог исполнить это желание. Юному патриоту флаг вручил внук Валерия Гамгия Астан Гамгия. Давид Квиквискири попросил полет в высокогорное село Псху. Вице-премьер вручил мальчику сертификат. При благоприятных погодных условиях его мечта исполнится. Подопечная фонда Ашана, десятилетняя София Сабеки из Сухума, мечтала увидеть московскую елку, огни главной елки России и настоящую атмосферу столицы. Именно это желание она загадала Деду Морозу. Письмо с журавликом улетело на елку в офис ДВФМ. И вот чудо. Руководство представительства совместно с руководством Абхазского госуниверситета исполнила желание девочки. Ежегодно семья учредителя фонда Ашана Беслана Шакая принимает участие в акции. И в этом году они стали Дедами Морозами для нескольких детей. Одна из них, 7-летняя Доминика Атлиба, попросила трехэтажный кукольный домик. В похожем домике она мечтает жить, когда вырастет. Дети – это лучшее, что есть у нас в жизни. Сложно вспомнить, какие были желания у меня, например. Я всегда переживал, когда уже вырос, за то, чтобы то, во что вложили нас наши родители, чтобы мы могли передать нашим детям. Это есть преемственность. Сегодня преемственность протекает несколько иначе. Дети мечтают, дети желают, посылать на елку какие-то, пожелания, и эти желания исполняются по всей Абхазии. Уверен, что ваша акция будет международной, приобретет несколько иные масштабы для того, чтобы привлекать к этому побратимых городов с Российской Федерации и вовлекать, конечно же, еще больше людей на территории нашей красивой Абхазии. В этом году сотни Дедов Морозов и Снегурочек снова стали волшебниками. Они сняли журавлики оригами с елки на гуме и выполнили заветные желания сотни детей. Помимо главной волшебной елки, 50 журавликов оригами с письмами детей улетели на елку в Гагру, где при поддержке отдела культуры города нашли своих волшебников. Еще 10 журавликов улетели на елку недавно открытого представительства дирекции Всемирного фестиваля молодежи в Сухуме. Праздник на станции ГУМа был организован для 20 детей.
Акция «Шанацла» проходит уже 3-й год, и в этом году, как упомянул ведущий, носит республиканский характер. 580 желаний исполнены вашими силами и силами жителей Республики Абхазия. Для нас очень важно, что эта акция объединила усилия 2 фондов, которые уже много лет работают и проводят акции «Новогоднее желание», «Елка волшебства» и так далее, и так далее. Но впервые вот уже эти оба фонда и работа сотрудников объединена, и такой единое прекрасное мероприятие. Первые несколько лет невозможно было читать эти письма спокойно, потому что просьбы у детей были очень простыми, очень бытовыми, я бы сказала. Они просили продукты, они просили обогреватели, одеяло, одежду. Последние несколько лет появилась такая классная тенденция, что наши дети стали мечтать иначе, а значит мыслить они стали иначе. Теперь у них мечта посетить музей, увидеть какой-то город, встретиться с президентом, с каким-то певцом, с боксером. 5-летний Эмиль Саканя попросил у Деда Мороза игрушечный поезд. Его заветное желание исполнилось. В реальности приехал настоящий новогодний поезд. На перрон 4 городов прибыл сказочный поезд с десантом Дедов Морозов и Снегурочек-аниматоров и устроил праздник для детей. Эмиль вошел внутрь и собственными глазами увидел локомотив. Так завершилась акция «Ашанацла». Для детей организовали насыщенную развлекательную программу. С крыши станции медленно опустился искусственный снег, а небо озарилось ярким фейерверком. Шазина Ханагуа, Ахра Амичба, Константин Парулова, Абхазское телевидение. Минобороны Абхазии назвало дипфейком видео из соцсетей, на котором военный комиссар Абхазии объявляет сбор данных о гражданах, пребывающих в запасе. Злоумышленники с использованием архивных кадров создали видео и аудиоряд и синтезировали голос при помощи искусственного интеллекта. Чтобы придать сообщению достоверность, подчеркнули в ведомстве. Официально заявляем, указанная в видео информация не соответствует действительности. Цель подобных вбросов – посеять панику и дезориентировать население. Об этом говорится в заявлении. Минобороны обращается к гражданам с призывом не распространять подозрительные видео в чатах и группах, проверять информацию на официальных ресурсах. В ведомстве напоминают, что распространение заведомо ложной информации влечет ответственность по закону. Более 60 мероприятий было проведено в уходящем году по линии молодежного отдела. Подведены итоги года в молодежной политике. Бюджет молодежного отдела составлял 11 миллионов рублей. Из резервного фонда президента были выделены 6 миллионов рублей, что позволило увеличить географию событий и охват молодых людей, вовлеченных в молодежную политику. Работа велась как на территории республики, так и в рамках международного сотрудничества. Одно из наиболее значимых мероприятий года – участие делегации в слете Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде. Республиканский конкурс среди молодежи, проживающей в сельской местности. Стратегическая сессия молодежи Абхазии. Возможности, идентичность, развитие. Ее итогом станет формирование проектной дорожной карты развития молодежной политики на период с 2026 по 30 годы. При содействии Госкомитета по делам молодежи и спорта в Абхазии открыто представительство дирекции Всемирного фестиваля молодежи. 27 декабря планируется проведение торжественной церемонии премии «Молодой лидер года-2025», «Спортсмен года-2025». В планах на следующий год увеличение охвата молодежи, вовлеченных в молодежную политику, участие молодежи в форумах за пределами нашей страны, укрепление многосторонних связей между молодыми людьми из Абхазии и других стран, повышение квалификации сотрудников молодежного отдела. Смотрите сегодня в эфире ГТРК эксклюзивное интервью министра иностранных дел Олега Барцыц. Министр расскажет о главных итогах деятельности МИД за 2025 год, ответит на актуальные вопросы, касающиеся внешней политики страны, и поделится планами внешнеполитического ведомства на будущий год. Президент сконцентрировал основное внимание на регионе Ближнего Востока, Латинской Америки и Африканский континент. Разумеется, мы эти усилия будем наращивать. Да, действительно состоялся
визит в Республику Никарагуа. Это наш союзник и подлинный друг. Для иллюстрации могу сказать вот о чем. На каждом голосовании, на каждом заседании в международном формате, где речь идет об абхазской повестке, Республика Никарагуа голосует всегда в нашу пользу, и причем делает это абсолютно определенно и бескомпромиссно. Это дорогого стоит. Я хочу сразу сказать, что оценки организаторов Дамасской международной ярмарки, а это, как я уже говорил, 48 стран, для нас очень лестный, очень приятный. Наша экспозиция, наш павильон был одним из самых посещаемых среди павильонов всех стран. И здесь, конечно, свою важную роль сыграла наша абхазо-адыгская диаспора в этой стране. Как известно, около 150 тысяч человек, наших этнических соотечественников, проживают в этой арабской стране. Это довольно спаянная такая общность людей. Это очень пассионарные, активные члены сирийского общества. И самый главный вывод, который я делаю, это существенный внутриполитический фактор, в том числе и для правительства этой страны. Как известно, соглашение о режиме двойного гражданства вступило в силу. И как раз таки вот некоторые коллизии, которые возникают от того, что, например, в военкоматах, а сейчас они называются мобилизационные центры в Российской Федерации, не всегда должностные лица посвящены в детали этого соглашения. Именно этим и было обусловлено состоявшееся наше координационное совещание в Министерстве обороны с участием представителей правовых департаментов и Министерства обороны, и Министерства иностранных дел. Наша задача максимально снять существующие такие небольшие шероховатости для того, чтобы пребывание прежде всего наших студентов, которые в большом количестве обучаются в высших учебных заведениях Российской Федерации, было максимально комфортно, не отвлекало их от учебного процесса и так далее. И это встречает живой отклик со стороны наших соотечественников. Они понимают, что Россия и защищает нас от военно-политических рисков, и создает условия для устойчивого нашего социально-экономического развития, и развивает вот такие инфраструктурные проекты, которые интересны для них уже сегодня. Например, сирийских министров очень так интенсивно интересовал вопрос о наших логистических возможностях, возможностях наших морских портов. Например, еще и для того, чтобы часть своей продукции транспортировать через Абхазию на масштабный и дружелюбный к нашей стране российский рынок. Это очень важная часть нашего общего взаимодействия. Грузинская делегация по-прежнему, так сказать, болеет вот этими фантомными болями и выдает абсолютно необъективную информацию. Говорят об оккупации со стороны Российской Федерации и так далее. На таком базисе, на такой основе очень тяжело будет добиться прогресса. При этом я убежден, что время работает на нас. Мы говорим о тех вещах, о той ситуации, которая в реальности находится сегодня в регионе, сложилась на земле, что называется. Поэтому, конечно, наша позиция здесь намного более прочна, с моей точки зрения. Консолидированную позицию с нами занимают наши юго-осетинские коллеги, друзья, партнеры и, конечно, также Российская Федерация. Поэтому альтернативы продолжению участия в женевском формате не существует. Нам нужно продолжать также активно отстаивать свои аргументы, свою позицию. Мы уже готовимся к следующему 66-му раунду, который состоится в марте 2026 года. Мы опять будем в Женеве и опять будем, что называется, на глазах у мирового сообщества доносить свою правду, свои аргументы и занимать такую же выверенную и бескомпромиссную позицию.
Продолжаем выпуск. Вечер памяти к 80-летию Владислава Арзенба провела Общественная палата республики. Мероприятие посетили вице-премьер Жансух Нанба, министр культуры Даур Кови, а также вдова первого президента Светлана Джиргения. Участники встречи делились воспоминаниями, историями из жизни и деятельности Владислава Григорьевича. Репортаж Аилита Рутюнян. Владислав Арзенба – человек, имя которого чтят в Абхазии все, от мала до велика. Основоположник современного абхазского государства, верховный главнокомандующий, ученый и просто человек, который посвятил борьбе за независимость Абхазии всю свою жизнь. Участники встречи делились воспоминаниями об Арзенба, рассказывали, какой след он оставил в жизни и судьбе каждого. Можно о нем много говорить хорошего, но я просто скажу вот о своих отношениях, которые у меня сложились, честно говоря, с Владиславом Григорьевичем. Это и во время войны мы встречались не раз, и после войны он ко мне относился очень приятно, и мне это было очень даже ответственно, что такой человек ко мне очень близко относится и хорошо. Мы должны гордиться все и радоваться, что Бог дал нам такого человека в Абхазии. Владислав Арзенба был свидетелем многих исторических событий своей эпохи. Его активная политическая деятельность в Верховном Совете СССР в качестве председателя, а позже президента республики полноценно раскрыла его выдающиеся личностные качества, отметил общественный государственный деятель Сергей Шамба. В 2008 году, когда признание было, и мы с площади, тогда площади Ленина, с отцом Виссарионом решили прийти к Владиславу. Мы подошли к дому, а там полно народу стоит перед домом уже. Пришли люди, надеются, что на балкон, может быть, его как-то выведут. Но это уже невозможно было сделать. И мы зашли и сели у кровати его в ясном уме, улыбаясь. Видно было, что он радуется тому, что увидел результат своего такого невероятного труда. Человек увидел, что он сделал самое невероятное, самое сложное, что есть на свете. Ну, для политика, я думаю, что важнее этого ничего быть не может. Увидеть такой результат. Создать независимое государство. Каждый из присутствующих вспоминал свою историю, связанную с Владиславом Арзенба, давая молодому поколению возможность узнать немного больше того, что написано в официальных документах и биографии. Вообще отношение человеческое такое, ну я не знаю, я был горд и счастлив и по сей день, что мы имели во время войны такого лидера. Я даже не представляю, как бы мы вышли с этой ситуации. Вот даже работая после войны, не имея ничего денег, но мы были более сплоченные, трудились, стесняясь. Мы не могли себе позволить такую роскошь что-то им делать. Так что я благодарен судьбе. Спасибо, что такой великий сын в Абхазии в тот момент был и сделал все возможное и невозможное. Вся страна высоко оценила его выдающуюся государственную деятельность за большие заслуги перед республикой, повлиявшие на судьбу народа и государства, успешное проведение военных операций, в результате которых была одержана победа в Отечественной войне народа Абхазии. Он удостоен ордена Ахтсапша первой степени. За героизм и мужество, проявленные при защите Абхазии, Владиславу Арзенба присвоено звание Героя Абхазии. Когда мы какие-то вещи делаем, иногда вот просто думаешь, а как было тогда во время войны? Было же непросто. Мы сегодня зачастую какие-то вещи начинаем думать, а вот нам тяжело, а вот этого нет, а того нет. А потом просто пытаешься себя поставить вот тот период и понимаешь, что сейчас у тебя есть все. Просто нужно желание и делать. Тогда было, наверное, гораздо сложнее. Поэтому, конечно, роль Владислава Григорьевича для очень многих поколений это будет такой очень серьезный, яркий пример того, как надо жить. Жизнь и поступки Владислава Григорьевича можно описать как образец беззаветного служения своему народу. Подлинно историческим испытанием для молодой республики стал и послевоенный период, когда Абхазия оказалась в экономической блокаде, политической изоляции и подвергалась жестокому давлению внешнего мира. Этот сложный, как и другие, этап был пройден в том числе благодаря усилиям и самоотверженности первого президента. Качества лидера Владислава Арзенба, раскрывшиеся в период освободительной борьбы, сыграли решающую роль в исходе Отечественной
Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годы и по праву снискали ему всенародную любовь. Айлита Арутюнян, Даниил Ханагуа, Абхазское телевидение. Более 23,5 тонн мандаринов вывезены из Абхазии с начала цитрусового сезона. За аналогичный период прошлого года было вывезено 29 109 тонн мандаринов. С начала сезона также экспортировано 1266 тонн фихуа, 507 тонн хурмы, 747 тонн лимонов, 156 тонн апельсинов. По данным Министерства сельского хозяйства, до конца сезона планируется экспортировать 33 тысячи тонн мандаринов. Бюджет Сухума в 2026 году составит 2,25 миллиардов рублей, что на 174 миллиона рублей больше, чем в уходящем году. 130 миллионов рублей из них направлено на увеличение заработной платы учителям, работникам здравоохранения, культуры и спорта. Мэр столицы Тимур Агрба провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги работы в текущем году и рассказал о планах администрации по благоустройству города. Тимур Агрба сообщил, что капитальный ремонт улицы Ардзан-Байлакова в 2026 году не планируется. Однако несколько улиц все же будут отремонтированы. Если говорить о дорогах, значит, улица Лакоба и улица Ардзанбада – это основные дороги в центральной части нашего города. К сожалению, сказать сегодня, что силами администрации в 2026 году мы будем там делать капитальный ремонт, не представляется возможным, так как по этим улицам проходят основные магистрали водопроводные, канализационные, которым уже более 50 лет и которые требуют замены. Это очень дорогостоящие работы, и администрация города сегодня не может себе позволить выполнение данных работ. Поэтому мы сегодня занимаемся ямочным ремонтом по этим дорогам. Вообще ямочный ремонт по городу мы не прекращаем тогда, когда нам позволяет погода и когда работают асфальтные заводы, для того, чтобы мы могли получить асфальт. Но на улице Басария сегодня это самая масштабная работа по городу, которая финансируется из инвестиционной программы. Басария тоже одна из самых длинных улиц в городе Сухум. У нас идет сейчас замена всех коммуникаций, это водопровод, канализация, устройство ливневых коллекторов. Далее в 2026 году мы планируем укладку асфальта, благоустройство тротуарных зон, освещение. Кстати, ремонт этой дороги, на наш взгляд, существенно разгрузит транспортные потоки в районе рынка, так как раньше по этой улице просто невозможно было ездить, и она в таком состоянии, вот сколько я помню, 30 лет, и никто ее никогда не ремонтировал, но сегодня, благодаря инвестиционной программе, у нас такая возможность появилась. На новом районе в 2026 году также планируется капитальный ремонт ряда дорог. Это улица Агарба, улица 30 сентября, улица Аргун. Администрация столицы ведет работу с населением по вопросу установки счетчиков воды. Мэр также прокомментировал деятельность водоканала, где работает 120 человек. Он рассказал о существующих тарифах. Население платит 4 рубля за кубометр воды. У кого стоят счетчики, хотя фактическая стоимость доставки кубометра воды по городу обходится около 70 рублей. Из них 34 рубля уходит на оплату электроэнергии. У 90% юридических лиц счетчики установлены, и они стабильно вносят плату за воду, тогда как среди физических лиц оплата составляет 25-30%, сообщила Агарба. Говоря о собираемости платежей с юридических лиц, Тимур Агарба отметил, что есть случаи отключения воды за неуплату. Все юридические лица, уже у всех юрлиц стоят счетчики, да. Ну, по населению эта работа ведется планомерно, но еще очень большое количество необходимо охватить. Кстати, значит, как мы боремся с неплательщиками, юридическими лицами, если взять пример, в 2025 году летом мы отключили одно очень большое предприятие, одну большую гостиницу за неуплату. В этой гостинице очень много людей было, и задолженность там была более 3 миллионов рублей. Да, и в тот же день мы получили оплату сразу 1,5 миллиона и договорились оставшиеся 1,5 миллиона. Да, то есть мы уже прибегаем к таким методам, мы отключаем всех, юрлиц отключаем тех, кто не платит за воду.
Старые троллейбусные маршруты восстановят в Сухуме, сказал на пресс-конференции глава города. Работа начнется уже в первом квартале. Тимур Агрба сообщил, что мэрия Санкт-Петербурга подарила абхазской столице 10 троллейбусов, 2 из которых прибудут в республику до Нового года. По вопросу общественного транспорта, действительно, у нас сегодня существуют проблемы, это ни для кого не секрет. Вот хотел бы начать с троллейбусного нашего хозяйства. Как вам всем известно, нам подарили 10 троллейбусов, мэрия Санкт-Петербурга. Мы планировали поставку троллейбусов в октябре, но получились определенные сложности с процессом передачи, с оформлением документов, которые затянулись. И вторая проблема, которая возникла, это то, что троллейбусы мы не смогли поставить на железнодорожный состав, так как они низкорамные, и нам пришлось отрабатывать другую логистику грузовым транспортом, и 2 троллейбуса уже в пути. Вот буквально позавчера они выехали из Санкт-Петербурга, 2 троллейбуса, и еще скорую помощь нам подарила мэрия Санкт-Петербурга. 3 этих транспортных средства будут доставлены до Нового года. Остальные троллейбусы мы планируем в январе и феврале привезти. Бюджет города, ситуация с вывозом мусора, судьба сгоревшего здания Совмина, реконструкция набережной, проблема пробок и дорожного трафика и много других актуальных вопросов были затронуты в рамках пресс-конференции. Смотрите расширенную версию сразу после новостей в рубрике «Амшикшара плюс». И в завершении выпуска о погоде. В среду 24 декабря в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, местами дождь со снегом, в горах снег. Температура воздуха ночью 4,9, днем 6-11 градусов, температура морской воды 13 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.